Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане ветераны ВОВ получат подарки от имени президента. Темп роста ВВП Туркменистана за январь-апрель составил 6,3%. В Туркменбаши наградили самую энергоэффективную школу и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров, на котором были подведены итоги работы, проделанной в различных отраслях экономики за первые 4 месяца текущего года. Обращаясь к участникам заседания, глава государства отметил, что в ближайшее время начнутся летние каникулы для школьников и трудовые отпуска для граждан страны. В связи с этим президент Сердар Бердымухамедов поручил ответственным руководителям тщательно подготовиться к летнему сезону, обеспечив надлежащие условия для отдыха населения. 6,3% составил темп роста ВВП Туркменистана за 4 месяца текущего года. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года объем произведенной продукции в стране увеличился на 11,4%. С начала года розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11,1%. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ, согласно которому в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам вручат ценные подарки. Глава государства поручил хакимликам вилаятов, городов и этрапов организовать вручение в торжественной обстановке. Ранее президент Туркменистана дал указания по организации на высоком уровне торжеств, посвященных Дню Победы, которые пройдут 9 мая в Ашхабаде и вилаятах. Открыта регистрация на международную научную конференцию «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений», которая состоится 5-6 июня в городе Аркадак. Участники конференции получат уникальную возможность ознакомиться с потенциальными инвестиционными проектами в области возобновляемых источников энергии и диверсификации энергетического сектора Туркменистана в сторону более экологически чистых технологий. Посольство Российской Федерации в Туркменистане и посольство Республики Беларусь приглашают всех желающих на специальный показ художественного фильма «Брестская крепость». Мероприятие приурочено к 79-й годовщине празднования Великой Победы. Показ легендарного фильма, рассказывающего о героической обороне Брестской крепости в первые дни войны, состоится 6 мая в 18:00 в кинотеатре «Ашхабад». Вход на показ свободный для всех желающих. В Ашхабаде подвели итоги ежегодных педагогических конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Почетное звание «Учитель года-2024» присвоено Джинет Аннамамедовой, учителю начальных классов из специализированной школы номер 29 города Дашогуз. Звание «Воспитатель года-2024» получила Гульджахан Кулиева из детского сада номер 103 города Ашхабад. Она отличилась использованием передовых игровых методик в воспитании дошкольников. Аферисты освоили новый метод обмана доверчивых пользователей. С помощью искусственного интеллекта они создали реалистичное изображение цветов, напоминающих кошачьи мордочки, и теперь продают семена этих растений. Семена несуществующего цветка под названием Cat's Eye Dazzle уже доступны для покупки на легальных онлайн-площадках. Первые фото этих цветов появились в одной из социальных сетей. Привлекательные на вид растения действительно похожи на кошачьи мордочки с черными глазами и носом. Неведомые ранее эти очаровательные цветы сразу же покорили пользователей. Однако шансы вырастить этих кошечек практически равны нулю. Студии Warner Bros. И New Line Cinema официально подтвердили работу над 4-й частью шпионской комедии «Остин Пауэрс». Режиссерское кресло вновь займет Джей Роуч, постановщик предыдущих фильмов серии, а также таких картин, как «Знакомство с родителями», «Ужин с придурками» и «Трамбо». Первый фильм франшизы «Остин Пауэрс. Человек-загадка» международного масштаба вышел в 1997 году и мгновенно завоевал любовь зрителей. За ним последовали 2 сиквела: «Остин Пауэрс. Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс. Gold Member». 20-летний туркменский спортсмен Сердар Рахимов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов на стартовавшем в Душанбе турнире серии «Большого шлема». На пути к чемпионскому титулу Рахимов одержал 5 побед, одолев в финале представителя Таджикистана Абида Джебова. Туркменские дзюдоисты продолжают набирать очки в квалификации на Олимпийские игры в Париже, выступая в крупных международных турнирах. Последним отборочным этапом станет чемпионат мира в Абу-Даби с 19 по 24 мая. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.